Предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами. Сегодня состоялось второе думское чтение закона о поправках к Конституции. За время, прошедшее с первого чтения, этот закон потяжелел на 24 страницы. Именно столько в распечатанном виде занимают поправки, ставшие результатом стараний рабочей группы. Все подробности у Залимхана Калоева. Защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны, семейных ценностей, права россиян на достойную жизнь, на доступную и качественную медицину. Предлагается и перераспределение полномочий между ветвями власти, в частности, усиление роли парламента и Конституционного суда. За 1,5 месяца к основному закону поступило порядка 400 поправок от граждан, общественных организаций, экспертного сообщества. Все они были тщательно рассмотрены. Часть рекомендована к принятию. Основу поправок составляют президентские предложения от укрепления российского суверенитета до включения в Конституцию социальных гарантий. Но по итогам деятельности рабочей группы появились и новые предложения. Благодарю за поддержку предложений по периодичности индексации пенсий, а также за поправки по обеспечению адресности социальной помощи, мер социальной поддержки и утверждению объединяющей роли русского языка и русской культуры. Очень важна принципиально для нас поправка по индексации пенсий не реже 1 раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей Конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров. И в целом мы готовы к рассмотрению во втором и третьем чтении. На прошлой неделе в Кремле Владимир Путин встретился с руководителями парламентских фракций. Как сказал президент, посоветоваться по поводу поправок к Конституции. При этом глава государства мягко предостерегает всех от переоценивания собственной роли. Как бы мы с вами не отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования. То есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют. Президент обращается к населению с просьбой прочесть каждую поправку и осознать ее смысл, а голосуя взять на себя личную ответственность за новые строки Конституции. Комментируя социальную политику государства, ту, что закладывается в Конституцию, Путин обращает внимание на новые возможности России, которых раньше не было. И то, чего мы вчера еще не могли делать в той же социальной сфере, обеспечить индексацией пособий, пенсии и так далее. Сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в основном законе это и закрепить. Вот все вот это в известной степени наше с вами общее достижение. Выход на новые возможности. В основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства. Об этом Владимир Путин заявил в Центре российского текстильного производства на встрече с работниками отрасли. Люди, которые работают в офисе, там, на компьютере сидят, это что, тоже люди труда. Поэтому само понятие, оно, конечно, наполняется другим содержанием, но все равно в основе процветания любого государства, любого общества стоит человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо. Поправки абсолютно точно попадающие в запросы общества. Одна из них — индексация пенсии не реже раза в год. Кроме того, Владимир Путин предложил более четко прописать в законодательстве обязанность государства индексировать МРОТ. Фиксация минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума вызвала особое одобрение граждан страны. С января этого года МРОТ был увеличен до 12 130 рублей в месяц. Отдельная тема — суверенитет. И политики, и граждане активно выступают за поправку о запрете на отчуждение российских территорий. Новая степень защиты страны. А вот для общего единства страны русский теперь значится в Конституции как язык государствообразующего народа. Наши соотечественники говорят на 174 языках. Ну а в статье, где упоминается Бог, речь идет совсем не о религии. У нас в стране безусловная свобода вероисповедания. Никто не отменял положение Конституции о светском характере России. Тома преемственности поколений и исторически сложившемся государственном единстве. В формулировке сказано, что предки передали нам веру в Бога. Да? Передали так же, как передали нам культуру, традиции, язык. По большому счету, знаете, это право каждого человека, как он этим наследством распорядится. Но то, что это передано, то, что это важнейшая часть нашей культурной, религиозной самоидентификации, это так. Да? И мы просто в Конституции фиксируем, на мой взгляд, это важнейшее положение. Государство при этом остается светским. Это безусловно так.
Медицинская помощь должна стать доступнее. Такое предложение озвучил в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок Леонид Рошаль. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии считает, что этот пункт необходимо закрепить в основном законе страны. Президент Владимир Путин признал обоснованным это предложение. Все эти изменения вступят в силу только в том случае, если «за» выскажется страна. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля, в среду, который объявлен выходным днем. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Диана Дударова. Новости 24.